Уважаемые телезрители, добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона редактор Мария Ким, со мной мои коллеги Николай Слепцов, Айдын и Мария Новгородова. Сегодня мы в нашей программе подведем итоги детства в Якутии. Года, который стал знаковым для многих из нас. И этот год был наполнен важными событиями, инициативами и достижениями, направленными на улучшение жизни наших ребятишек. Приказом министра образования и науки Республики Саха-Якутия Ниргуны Афанасьевны Соколовой от 12 января 2024 года создана дирекция Года детства в республике. Основной функцией дирекции является организационное сопровождение мероприятий Года детства в Республике Саха-Якутия. И сегодня к нам в программу мы пригласили Яковлеву Антонину Васильевну, руководителя дирекции Года детства в Республике Саха-Якутия. Антонина Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом. Остались буквально считанные дни. Ну и по традиции мы подводим итоги. Расскажите нам о самых ключевых мероприятиях, которые прошли в рамках Года детства в Якутии. Добрый вечер. Мы от имени дирекции Года детства Министерства образования и науки горячо и сердечно поздравляем всех радиослушателей, телезрителей с наступающим 2025 Новым годом. И в преддверии Нового года мы, конечно, каждый для себя лично, также каждый работающий, каждый человек, где подводит какие-то итоги. И у нас получилось так, что у нас заканчивается год детства в нашей республике. Очень знаменательно то, что год детства в нашей республике, наш Илдархан Аксен Сергеевич Николаев объявил 2024 год. Почему? Потому что в 2017 году указом президента Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным было объявлено десятилетие Года детства. И как раз в рамках этого десятилетия по России был объявлен Год семьи, и в нашей Якутии Год детства. И буквально, как вы сказали, остались считанные дни до окончания этого года, и мы сегодня хотели бы поделиться, какими достижениями, как исполнен план основных мероприятий Года детства. Если сказать так, то план основных мероприятий Года детства, он был заранее предрешен, так сказать, Почему? Потому что, в Год детства у нас проводится не первый раз. В первый раз Год детства был объявлен нашим первым президентом Михаилом Ефимовичем Николаевым. И это второй раз в нашей республике он объявлен. И для того, чтобы для разработки плана основных мероприятий 13 января этого года, 2024 года, была проведена стратегическая сессия, в которой приняли участие большинство министерств, ведомств, подведомственных учреждений Министерства образования, где каждый высказал свое мнение, и приняли такой план. В основном план этот мы решили распределить по 6 направлениям. Это такие направления, как здоровье, сбережение с детства, безопасность детства, Год детства в Арктике, благополучие семей с детьми, трудовая занятость и развитие личности. Из этих мероприятий все-таки хотелось бы сказать, у нас девиз года был обозначен в послании главы нашей республики Аксена Николаева, это счастливое детство, каждому ребенку счастливого детства, тепла и уюта. Соответственно, что мы понимаем под счастливым детством, теплом и уютом, это все-таки, во-первых, это здоровье и сбережение детей. Тут очень хорошо, как всегда, отработало Министерство здравоохранения, у нас так получилось, что все 100% дети охвачены медицинским осмотром. То есть они все прошли медицинский осмотр, и также надо сказать, что
такая тема, как иммунопрофилактика, вакцинация, да, значит, информирование населения, также проведение этих процедур тоже достигли своих плановых показателей. Также надо сказать, что есть проблема, допустим, если была в арктических районах, это работа психолого-педагогической помощи, да, детям, психолого-педагогической комиссии в арктических районах. «Арктика Вектор» есть такой проект, да, который проводит Республиканский методический центр психолого-педагогического сопровождения, и они вот охватили все 13 арктических районов. Свыше 500 детей были охвачены осмотром, и ребятам были присвоены такие вот категории, как дети с ограниченными возможностями здоровья. Вот такая работа была проведена. Вот. То есть до того медосмотра вот этого диагноза? Некоторые подтвердили, именно это все делается по заявлению, по желанию родителей. То есть это вот это перво-наперво, да, это вот такое. И очень интересно, все-таки у нас сейчас идет цифровизация, да, информационные технологии входят в нашу жизнь, и, значит, Министерство здравоохранения очень так интересно проводится именно вот привязка карты детей к карте родителей. Медицинских карт. Вот это вот тоже интересно очень, да, и мы очень надеемся, что оно будет еще внедрено во всех наших областях. Вот. Также, значит, очень активное участие приняли тогда на стратегической сессии Министерства Арктики нашей республики. Соответственно, вот из 40 основных мероприятий, 5 мероприятий, 4 мероприятия, это были мероприятия именно по вопросам Арктики. То есть это один из таких основных, это принятие мер поддержки кочевых семей в нашей республике. И вот для того, чтобы реализовать это мероприятие, до Министерства Арктики совместно с дирекцией Года детства, Общественной палатой нашей республики, Еленой Христофоровной Голомаревой мы организовали в рамках Северного форума по устойчивому развитию Арктики, организовали круглый стол, чтобы выслушать и выработать, значит, какие меры в поддержку кочевых семей можно на уровне нашей республики реализовать. И 7 мер были, значит, предложены, соответственно, министерством они были разработаны, и вот сейчас вот находятся на стадии вот принятия этих мер поддержки семей, кочевых семей. И очень тоже тут надо сказать, отметить то, что есть кочевые школы у нас в Якутии, да, это совершенно другая форма обучения в системе общего образования. И вот для ребят этих кочевых школ, учителей, да, значит, были разработаны методические учебные пособия. Это вот у нас этим уже планомерно занимается Ситникова Наталья Васильевна. Вот благодаря ей вот эти вот пособия были разработаны. Вот также хотелось бы сказать, что, конечно, очень много интересных мероприятий и так далее были проведены в рамках проекта «Благополучие семей с детьми». То есть, вот вы знаете, да, по линии Министерства труда было проведены вот воскресные мероприятия, семейные выходные, да. Мы совместно проводили также мероприятия с приемными семьями, также вместе проводили консультации для приемных семей и так далее, да. То есть также, значит, в рамках мероприятий Года детства были проведены различные конкурсы для детей с родителями, семейные конкурсы. И вот тут надо отметить, что на очень высоком уровне все-таки Оргкомитет провел республиканский конкурс среди дошкольников детвора. Вот тут, где были очень интересные этапы,
где родители со своими детьми, то есть там были такие моменты прямо очень душевные, да, когда бабушка ходила в этот садик, потом мамочка ходила в этот садик, и теперь ребенок тоже в этом же садике, да, и вот такие вот моменты интересные показывали вот именно семейственность, семейные ценности, которые у нас сейчас очень хорошо поддерживаются. Вот. И одним из таких тоже мероприятий, которые вот проводятся, это вот трудовая занятость. Это у нас занятость подростков от 14 до 18 лет. Конечно, летом у нас все ребята хотят работать, все хотят заработать. И буквально вот 23 декабря по инициативе Дирекции года детства совместно с уполномоченным по правам ребенка нашей республики и Государственным комитетом занятости населения провели очень интересный слет. Это второй слет, региональный слет подростков Росподрос, именно тема «За работой». Вот, то есть мы пригласили, этот день проводился как единый день Росподрос по всей нашей республике. И, значит, участие приняли в нем, да, свыше 400 детей. Вот, и основными вот организаторами были вот уполномоченные по правам ребенка, Госком занятости нашей республики, и очень интересно выстроили именно такую стратегическую сессию, да, когда ребята могли бы предложить, что сами надо сделать. Да, ребята сами. Вот. И тут прямо очень меня обрадовала вот активность. Они такие проекты разработали. Да, я с вами соглашусь. Вот это вот поколение, оно уникальное поколение. Да, да. И вот такие интересные проекты, прямо они так это рьяно защищали. Прямо было очень интересно, да. И вот нам очень вот экспертной комиссии понравилось, да. Дети, оказывается, наши, да, очень вовлечены в эту тему, и у них есть свои предложения, свое видение, да, и понравилось, что они как выступают, как они специально подготовились, то есть и эта тема очень актуальная в наше время. Что касается вот трудоустройства. Да, подростков. Да. Почему-то в мое время, да, да. Вот трудоустроиться, мы наоборот жили от каникул до каникул, вот как бы отдохнуть, там лето провести. А вот поколение прекрасное растет, я тут отмечу, то, что вот они действительно за трудоустройство, чтобы не терять на понапрасну время, да, там они не идут и не гуляют 3 вот этих вот летних месяца, они наоборот идут и заполняют, поэтому вот у них и такие инициативы, да. Поэтому у них такая активность. А вот эти вот предложения, они пойдут уже в мир, там в Госком занятости, наверное, все пометки сделали. Да, и сейчас мы условились, что все-таки мы теперь пойдем в школы. То есть этот проект здесь сейчас не закрывается, Росподрос идет дальше именно по вопросу трудоустройства подростков, и мы будем прямо, вот ребята сами пожелали, да, чтобы была единая, как они написали, кто как написал, да, но одна из команд написала «Биржа труда для подростков», чтобы они могли туда зайти, найти работу, да. И самое главное, на этом мероприятии приняли участие работодатели. И вот ребят даже пригласили на работу, поэтому мы тоже будем рассматривать этот вариант. Практически такой яркий пример и яркий проект, который запомнился, да, который уже пойдет не только на 1 год, а на уже на перспективу. И вот допустим, это по трудовой земле, все-таки надо сказать, да, несмотря на столь финансовое трудное время, возможно, да, Госкому занятости все-таки 3403 ребенка смогли трудоустроить. То есть они были вот от 14 до 18 лет, были уже как бы официально трудоустроены именно через год центры занятости районов нашей республики. Вот, и у нас есть проект, который реализован, это развитие ребенка, да, развитие личности, именно вот как личность, да. Тут, надо сказать, тоже очень интересные проекты. Взяли старт в год детства.
Вот это вот чем мы можем, вот организаторы, да, гордиться при поддержке, конечно, Министерства образования нашей республики в лице министра Нургулы Афанасьевны Соколовой, да, вот реализованы такой вот проект, как поддержка детского туризма. Значит, у нас вот детский туризм, он развит, конечно, да, но, значит, мы должны уже выходить на новый уровень. Именно с агентством по туризму тоже мы очень плотно отработали, круглые столы, совещания, да, вот такие встречи. Мы пришли к единому мнению, что должны сертифицировать детские маршруты туристические. И это вот юные якутяне, это ресурсный центр нашей республики, да. Там есть энтузиасты, которые не первый год занимаются детским туризмом. Есть федеральный сайт, на котором размещены, значит, наши туристические маршруты по нашей республике. И вот решили тоже такой же реестр сделать на сайте Министерства образования и науки, да, сертифицированы на сегодня 36 детских туристических маршрутов, и они вот будут внесены в этот реестр. То есть любой учитель, родитель, да, они могут открыть, допустим, этот на сайте Министерства образования и науки вот реестр туристических маршрутов, и там будут предложены именно детские туристические, там будут предложены, да, и будут описание содержания этого маршрута. И вот отправили вот, из районов, сулусов, то есть кто хочет быть ознакомлен. 36 это очень много, так сказать, да, но есть, оказывается, интерес именно к детскому, у детей, именно к туризму, да, познавательному, образовательному, историческому, вот это вот будет поддержано, уже поддерживается, да, и очень хорошо тоже с ребятами по таким маршрутам у нас работают туристические операторы, вот, которые есть у нас в Якутии, да, у них не только туристические маршруты для взрослых, но и для детей отдельные маршруты. И это вот будет пользоваться, да, большим успехом. Да, мы очень надеемся на это. Также все-таки вы, наверное, слышали, да, это вот не раз освещалось в средствах массовой информации, да, это все-таки внедрение проекта «Моя», это регионального проекта «Моя первая профессия». Это проект, при котором школьники, обучаясь в школе, могут получить профессию. Это тоже вот такой вот проект, который у нас есть центр опережающей профессиональной подготовки. И вот они вот этот проект все-таки в этом году разработали и внедрили. И надо сказать, это будет большое подспорье нашим семьям, да. 1200 детей у нас получат электронные образовательные сертификаты по 43 профессиям, да, образовательным программам, дополнительным ну, если по-простому сказать, профессиям. Вот, это тоже будет очень интересный такой проект. Он тоже получил именно старт вот в этом году. Также получил старт у нас учебный центр, открыт при Институте повышения квалификации и развития образования. Учебный центр этот по обучению детей по 4 предметам: математика, физика, химия, биология. И вот если в прошлом году 838 детей прошли обучение в этом центре, да, там прямо пофамильно все, когда, как сдали. Вот это все есть. И вот свыше в этом году свыше 1200 детей тоже сейчас обучаются в этом центре. Вот. Антонина Васильевна, к сожалению, вот наше время, замечательное время, подходит к концу. Я желаю, вот, чтобы все эти яркие такие проекты, идеи, которые родились в год детства, они прошли уже и жили много-много десятков лет. Да, действительно интересно, да, действительно яркие проекты. Спасибо огромное, что вы пришли сегодня к нам в гости. Чуть-чуть, но мы подвели итоги, вы нам рассказали о таких прекрасных мероприятиях, ключевых мероприятиях.
Спасибо вам большое. С наступающим Новым годом. Спасибо большое. Я успела рассказать только треть информации. Но всем вам большое спасибо. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Новый год встречаем без налоговых долгов. Во втором блоке нашей программы мы поговорим о том, как правильно и своевременно выполнять свои налоговые обязательства, чтобы избежать неприятностей и обеспечить себе финансовую стабильность. У нас в гостях Маркова Татьяна Александровна, старший госналогоинспектор отдела оказания госуслуг, и Федоров Николай Аркадьевич, главный госналогоинспектор отдела оказания госуслуг. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую вас у нас в студии, поздравляю вас от всей души с наступающим Новым годом и, конечно же, подскажите нам, как нам встретить Новый год без налоговых долгов. Спасибо, добрый день. Ну вот у нас считанные дни остались до Нового года. Вот у нас в декабре 2 истек срок уплаты имущественных налогов. Это у нас 3 налога: транспортный, земельный и налог на имущество физлиц. И получается, если человек не оплатил до 2 декабря, то получается с 3 декабря он уже является должником и начинает накапливаться пени. Чтобы этого не было, надо было до 2 оплачивать. А если, в свете дел своих забыли, то можно сейчас зайти, проверить. Это можно сделать в личном кабинете налогоплательщика на нашем сайте www.nalog.gov.ru, а также можно в мобильной версии. У нас есть приложение очень хорошее, такое удобное, «Налоги ФЛ» называется. Можно его бесплатно скачать с App Store и с маркетплейсов. Да? И также в портале госуслуги. Кстати, очень удобное приложение, которым пользуемся уже в течение скольки лет? Да, с 2014 года. Еще бы сообщение вот так вот вовремя бы прислали, было бы очень удобно. По идее, сообщения, уходят у нас уже с сентября месяца, начинается рассылаться. Просто надо заходить и проверять, где сообщение, и она там уже у нас с сентября месяца начинается рассылаться налоговые уведомления по имущественным налогам. Чтобы уже вовремя оплатили, соответственно, 2 и декабря. В течение, до 2 декабря должны оплачивать. Это просто как мантру надо себе запомнить: 2 декабря, последний день оплаты налогов. Что будет и вообще какие меры предусмотрены, если человек не расплачивается с долгами? Да, несвоевременная уплата налогов, неизбежно приводит к таким негативным последствиям, как взыскание через суд, в судебном порядке с удержанием налога и судебных издержек. Это из зарплаты, также из пенсии могут списываться. Также запрет на регистрационные действия с имуществом, арест имущества и его последующая продажа, блокировка счетов и также запрет выезда граждан за пределы Российской Федерации. Также в целях досудебного урегулирования задолженностей налоговый орган направляет информационные сообщения работодателям о наличии, если у их сотрудников есть задолженность, то в декабре месяце мы направили информационные письма работодателям посредством телекоммуникационных каналов связи. То есть вы в любом случае первые шаги вы идете навстречу. Да, тем самым, чтобы не было проблем у людей, мы стараемся всем информировать, донести до людей, что у них есть долги. У нас проводится акция «Новый год без долгов» сейчас, до Нового года. Акция в чем? Это именно нет, не без пений получается, просто информационная работа. Компания ведется по всей республике, по всей России. Хотела бы уточниться, вы сказали по аресту имущества. По арест на имущество уже прям он уже конкретно налагается тогда, когда я уже даже сама не соглашаюсь платить. По сути, посмотреть. Да. Направляются требования, Когда уже это после судебных. Это уже после судебных. Это будет, например, по имущественным налогам, у нас где-то в апреле-марте будут направляться требования об уплате налогов, Если оно еще не исполняется, то уже приходит к таким мерам, арест имущества.
Я его не смогу не продать, Да. не реализовать, Мгм. ничто с ним не сделать не успею. Да, можно только после погашения налоговой задолженности Мгм. снять этот арест. Ну, помимо тех, вот то, что мы физические лица оплачиваем налоги, налоги еще и оплачивают предприниматели. Вот у них Мгм. что нужно сделать и успеть до Нового года? Да. Но в первую очередь оплатить фиксированные страховые взносы, да? Это, получается, каждый индивидуальный предприниматель должен оплачивать в обязательном порядке страховые фиксированные взносы. В этом году у нас сумма составляет 49 500 рублей до момента прекращения ИП. Многие об этом даже не подозревают, да, если они написали заявление, думают, что все, у них все долги, все налоги уже списаны, но он уплачивает. Вот эти вот взносы надо будет оплатить до 15 дней после завершения предпринимательской деятельности, потому что многие почему-то об этом не знают. То есть, если он зарегистрировался как ИП, и если даже он не ведет деятельность свою, нету он доходов. все равно обязан вот эти фиксированные страховые взносы оплачивать. Получается, что даже если это общество с ограниченной ответственностью... Индивидуальный Нет, предприниматель. Только индивидуальных это только индивидуальных предпринимателей. предпринимателей, если у него нет работников. Потому что у меня тут уже как лампочка загорелась, Даже есть ушко. многие вот, дополнительно же ведут, да, индивидуальное предпринимательство, и у них есть своя работа официальная, и за них оплачивает работодатель. Но он оплачивает их только как работодателю страховые взносы. А фиксированные взносы как индивидуальный предприниматель он должен сам оплатить. Сам за себя. Мгм. А по самозанятым как? У Самозанятый самозанятых нет. такого нет. У такого уже Да, нету. да. Мгм. Мгм. Они оплачивают, соответственно, столько же, Только какой-то процент от дохода. дохода, Да, да. 4% это доходы от налогоплательщиков лиц, С и физлицами. 6% это юридические лица и индивидуальные предприниматели. Мгм. А вот чтобы начать использовать автоУСН, вот с этого момента хотелось бы узнать поподробнее уведомление, чтобы вот это вот уведомление получить, что нужно сделать. А еще бы мы АвтоУСН хотели... еще есть. Ага. Есть АвтоУСН, это с 1 января у нас будет. И до этого я бы хотела напомнить, что и организации, и индивидуальные предприниматели, те, кто хотят перейти на упрощенную систему налогообложения, они должны сдать уведомление о переходе. У нее есть форма 26-2.1. Они это уведомление должны направить в налоговый орган до 31 декабря. Но так как у нас в этом году 31 декабря получается выходной день, оно переносится до 9 января. Ну, даже здесь навстречу идут. Да. До 9. Поэтому они обязательно это надо сделать до 9 января, потому что если они не успеют, то с 1 января они никак не смогут быть плательщиками упрощенной системы налогообложения и не останутся на общей системе. А те, кто вновь зарегистрированы, у них есть 30 календарных дней, то есть они могут в течение этих дней подать это уведомление. Поэтому это очень важно. С 1 января, если они хотят на УСН быть, они должны уведомление направить. И обязательно из личного кабинета налогоплательщика. Да. Они должны быть пользователем личного кабинета налогоплательщика нашего. И вести деятельность через банки, уполномоченные банки, чтобы банки направляли нам их доходы. Это АвтоУСН. Мгм. Я про УСН. Обычный Это УСН. про УСН обычный был. Мгм. А по АвтоУСН это у нас с 1 января. У нас, Это что-то новое. да, это Да. новое нововведение. Новый режим с 1 января 2025 года, он у нас вносится по Якутии, да? Вообще он у нас открыт с 2022 года, как эксперимент, да. Применяли Москва, Московская область, Татарстан и Калужская область. Теперь вот с 1 января 2025 года он будет действовать у нас, да, также, да. И чтобы встать на АвтоУСН, плательщики должны быть либо на упрощенной системе налогообложения, да, организации индивидуальных предпринимателей, либо предприниматели на НПД, то есть самозанятые вот эти. Только с этих режимов можно будет перейти на АвтоУСН. Мгм.
Ну, вот так- Все вот эти, ну, все подробности именно по автоузен, это, ну, все это новое, поэтому он у нас есть на сайте у нас, да, Страница, да? да, у нас там есть промо-страница, заходит в сервис выбор подходящего режима налогообложения, и там прям написано автоматизированная УСН. И там все подробности, кто оплачивает, кто может перейти, все там написано очень подробно. Ну, в целом, как общая картина вот показывает практика, вы сказали, прошла в Москве или еще где-то, Да. оно очень удобное. Ну, Да, пока, потому что- пока так говорить, наверное, не будем, потому Потому что УСН, да. Ну, Автом- считается, что сам налогоплательщик не будет считать свои доходы и расходы. За него это будут делать Это- банки и налоговый Да, орган. но это Он- будет автоматизированное, но посмотрим, как будет Всё, работать. да, Ну, всё. вроде бы как бы удобно, да? Да, Автоматизировано, значит, вроде удобно да. будет, должно быть, но посмотрим на И оплата своих должна налог. быть каждый месяц. При обычном УСН, да, у них же квартальная оплата идет, а на автоусн будет ежемесячно до 25 числа. просто вот мне такой должны новый лежать деньги на счету, чтобы у меня весь этот автоусн просчитал, и, соответственно, вот эти все... Налоговый орган Мгм. посчитает вам сумму, Мгм. и банк будет автоматически оплачивать. У меня такой еще вопрос есть. Главный, по-моему, перед Новым годом очень много планируют поехать, ну, не Отдыхать, по да? стране, да, отдыхать, Ага, за границу. Неоплаченные налоги, они скажутся потом, вот на моей поездке меня где-то могут остановить с моим паспортом и не пустить, допустим, в Таиланд. Да, ну вот в декабре у нас так получается, что это очень Насыщенный. время, да, для отдыха, планирования отдыха. И обычно, ну, граждан не всех, наверное, проверяют, ну, бывает выборочно проверяют на границе. А это выборочно проверяют. Ну, например, я ездила, меня не проверяли, я ни разу не останавливались, но бывает так, когда Да, останавливают и проверяют. Сумма задолженности, если да, большая, то если да. сумма задолженности у человека большая, то все, ему будет запрещен выезд, и, соответственно, отдых испорчен. Поэтому, чтобы этого не было, лучше все заранее, ну, проверить. Тем же самым способом, что и госуслуги, что и личный кабинет, что и, ну, приложение наше, да. Ну, если вообще такого нет выхода в интернет, можно просто сходить в налоговый орган, узнать про свою задолженность. Перестраховаться перед да, поездкой. перестраховаться, потому что это Расходные да, поездки. это расходные поездки, тем более с Якутии, да, если Да. полететь. Вот. Поэтому лучше заранее все перестраховаться, проверить, и чтобы у вас не было долгов. Перед хорошей поездкой. Ещё, да, можно будет подключить смс-информирование, да, через да. личный кабинет. Налог.ру, который, да? Да, ну да, через наш сайт пишите сообщение о согласии на информирование о СМС-задолженности либо на телефон, либо на электронную почту. Да. Мгм. Ежеквартально тогда будет, если у вас будет задолженность, то будет напоминание приходить. Ну, у вас есть задолженность, погасите его. А если у налогового органа, допустим, какой-нибудь такой пролонгация же, вот говорят же тогда, если я вот сейчас, ну не могу я заплатить налоги, простите меня, пожалуйста, не могу заплатить в срок. Допустим, ну мне никакого срока не дадут, соответственно, вот в марте у меня что-то начнется, да, вы работодателю моему отправите письмо, что я не заплатила налоги. Ну нет, у нас же вот 2 декабря крайний срок уплаты по имущественным налогам, да, поэтому это будет происходить раз в год. Ну да, в марте, если вы не оплатите, то будет выставлено требование о списании задолженностей. Тогда, ну, до марта еще пока не страшно. Ну, лучше если погасить. так сказать. Но лучше, конечно, Погасить заранее. Заранее, да. У нас еще есть время, и я хотела бы у вас спросить про налоговую декларацию. Мгм. Вот их сроки подачи налоговой декларации. Ну, это по всем налогам вообще разные сроки и эти. Но
вы, наверное, там по Про вычет, вычету. да? Про вычеты, Да, меня Ага. интересует только вычет. Ага. Вычеты, ну, они могут уже с января месяца. Да, если есть справка о доходах ваших, да, Мгм. и ну, плюс нашего личного кабинета в том, что справки о доходах уже есть в вашем личном кабинете. Вам не надо будет писать в бухгалтерию, обращаться, звонить, а они уже там уже загружены. Все автоматизировано. Да. Да, они, ну, обычно появляются вот эти справки о доходах, появляются у нас в феврале, в Да. конце февраля. Мгм. Можно сразу вот с конца февраля, начиная с марта, уже подавать на Вычеты, да. вычет. Мгм. И тоже это делается самый удобный и быстрый способ. Это у нас тоже личный кабинет. Там все автоматизировано, там он выбирает, ну, право выбора дает. Мгм. Просто- Имущественный да. вычет, ну, какой вычет вы хотите получить, такой вы выбираете, доходы свои выбираете, и сумму все она высчитывает сама. Автоматически, да, вам надо вот расходы просто пробить и все. Да. А если вот на бумаге, то это вам надо И- будет искать бланк, и ну, это долго ему, ну, сложно заполнять. А в личном кабинете все почти автоматизировано. Да, там не сложно. Сложно, как. Для вас, наверное, не сложно. А для нас, вот, людей, гуманитариев, мне кажется, туда просто даже зайти иногда бывает очень Да. много там шаговой Сейчас инструкции. очень так упрощено. Да. Да, Мгм. все очень Сервис у удобно. нас развивается, Ага. постоянно обновляется. Да. И что я хотел сказать, то что-то из головы вылетело. Бывает. это А, вот про перед- электронную подпись многие Вот, да. путаются, да. А. Оно формируется бесплатно. Оно действует как пароль Мгм. на латинском языке. Большая буква, маленькая буква и цифра, и, ну, какой-то, и спецсимвол должен быть. Действует в течение года. Если он просрочился, вы можете его заново сформировать. Либо, если забыли пароль, можно будет ее отозвать и сформировать еще раз. Где-то в течение дня он формируется. Ну, либо полчаса, либо день. Ну, как. Мгм. Ну, тут у меня уже тоже личный вопрос. А ЭЦП-то мне что дает? По сути, потому что я пользуюсь как бы своим приложением, у меня там электронной подписи не просит, но я знаю про это ЭЦП, и вот думаю, вот, ну, по сути, ну, для чего оно? ЭЦП, ну, для предпринимателей это Более самое, да, важно. более Мгм. важное, чтобы они вот через личный кабинет направляли все заявления, даже декларации Декларации, да. могут направить. Все это благодаря, ну, ЭЦП. Если у него есть ЭЦП, то все эти возможности у него есть. Мгм. Налоговый орган бесплатно выдает эти электронные цифровые подписи юридическим лицам, предпринимателям, да. Главное, смарт-носитель, паспорт и СНИЛС. Ну, можно и подходить. да. Основные Там документы. без очереди, да, Мгм. можно Мгм. подходить. 200, ну, в городе Якутске у нас, например, 202 микрорайоне, 23 корпус. В течение 15 минут выдадут электронную подпись Мгм. бесплатно. А вы сами, как вот вы про электронную подпись начали рассказывать, хотела бы ваш секрет, как вы храните свою электронную подпись, потому что она, в принципе, не сохраняется. Ну, или мы забываем. Мгм. Ну, стараюсь делать сложный пароль и, ну, как бы один для всех. Хорошо, мы это учтем. Спасибо вам большое за нашу беседу. Мы обещаем, что мы этот Новый год встретим без налоговых долгов. С наступающим Новым годом. Всего хорошего. До свидания, уважаемые телезрители и радиослушатели.